Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Мужчина, который изменит вашу жизнь. Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте посмотрим, что это за мужчина, кто он и как он изменит вашу жизнь. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, у нас отсыпочка общая. Пожалуйста, про это не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Вы все разные. Понятно, что у вас не один мужчина на всех. Здесь несколько образов, и я вам сейчас о них расскажу. А вы уже отталкиваетесь от своей жизненной ситуации. Мне вот показывают мужчину-иностранца. Мужчина-иностранец. Причем такой, знаете, по возрасту старше, чем вы. У кого-то отыграется прям совсем гораздо старше, чем вы. Но по лицу, по фигуре никогда не скажешь, что ему уже много-много лет. Да, он выглядит вот просто вот как с картиночки, очень ухоженный, вот как мальчик. У него хороший, во-первых, генотип, да, хорошая генетика. Здоровый, рослый, с собой занимается, ну, без фанатизма, но тем не менее, вот холеный такой, холеный мужчина, хорошо выглядит, прекрасно пахнет, достойный, без каких-то вредных привычек. Ну, просто не мужчина, а мечта. Мужчина-иностранец. Смотрите, я так понимаю, что это брак с иностранным мужчиной. С правой стороны идет, но это судьба. Это судьба, это по судьбе. Вас будут смущать некоторые вещи. Вижу, что ему очень тяжело будет вас, не знаю, там, уговорить на отношения. С одной стороны, да, вы хотите, да, вам интересно, ну интересно с иностранцем. А с другой стороны, прям такое, знаете, страх. И еще кто-то рядом с вами будет вам такой: не надо, ты что, ты там в рабство попадешь, с тобой что-то плохое случится, да, не надо, не стоит. Сиди дома, да, что тебе, своих отечественных мужиков не хватает. Ну, будут вам прям в ухо шептать, причем право, то есть кто-то близкий. Родственница близкая, там мама, сестра, бабушка, и подруга может быть, да, вот кто-то свой. Так, по поводу этого мужчины. Ой, бедный, он тут такое переживет перед тем, как он вас уговорит встретиться, либо как на свидание, да, приехать к нему, либо чтобы он к вам приехал. Здесь пуд соли просто вот съест, и причем не один. Очень тяжело, так тяжело, прям с таким скрипом. Вы так будете упираться, так будете долго сомневаться. И, кстати, у вас сомнения такие прям до истерики доходят. Ну, может быть, вы такая мнительная, может быть, вы, ну, действительно слышали только плохие примеры, когда там женщина выходит замуж за иностранцев. Ну, вот что-то в таком ключе идет. Вроде как бы, да, чувствую, хочу, но так страшно, да, так страшно, не могу решиться. Ну, в общем, этот мужчина ни мытьем, так катаньем, он вас все-таки добьется. Не с первого разу, не с первого, может быть, там, до года, даже года у кого-то, несколько лет уйдет на то, чтобы он вас уговорил. Но все-таки он вас уговорит, он вас к себе заберет, увезет. И вот там начнется ваша новая прекрасная жизнь. Та жизнь, о которой вы всегда мечтали, но которые не могли бы достигнуть, не уедь вы к такому прекрасному мужчине. Там условия, его отношения, его любовь, она, вы знаете, вот так как теплыми крылышками вот так окутает, и вы себя почувствуете вот маленькой девочкой, счастливой девочкой в детстве, да, в счастливом детстве. Есть рядом сильный мужчина, который заботится, есть прекрасные улыбчивые люди.
есть прекрасные возможности. Вы себя найдете, вы такое классное место в жизни займете, в той новой жизни, которая вам сейчас просто недоступна. Либо если и доступна, то такими усилиями конскими, что оно и даром не надо, понимаете? То есть вот если сравнить, да, есть плодородный чернозем, а есть песок. Понятно, что на песке, да, можно теоретически что-то вырастить, да, но сколько усилий нужно вложить. А в чернозем он что угодно брось, даже и прикапывать не надо, оно само вырастет, причем там за несколько дней. Вот такой пример, чтобы вы понимали разницу, да, между возможностями там и здесь. Здесь, где вы находитесь, и там, где этот мужчина, да, куда он вас привезет. Ну, крутой. У него имя еще какое-то необычное будет. Очень необычное, очень красивое. Может быть, что-то связано с историей, может быть, даже с какой-то культурой, которой сейчас уже нет. Что-то прям такое мифическое, мифологическое. Сейчас давайте еще на картах вам посмотрю. Но он вас только в жены, только жена, и только вот прям любить, заботиться. Слушайте, ну прям сама перевернулась. Медведь. Старше, он у вас старше. Есть, конечно, и минус у этого мужчины, у него характер, он очень требовательный мужчина, и он придерживается такой вот, знаете, как политики своей внутренней, что поскольку я мужчина, я ответственный, и как бы я имею право голоса, да, то есть либо как я решу, так и будет. Многие девчонки такое приветствуют, у кого папа был строгий, они такое приветствуют. Есть девочки независимые, которые скажут: ага, с чего это ты тут главный, я сама себе главный, да, не хватало еще. Но он вас убедит, что все-таки он прав, да, либо вы поймете, что это все-таки прикольно, когда вы можете вот так вот расслабиться, положиться, и он все для вас делает. Кстати, мужчина не бедный, и я так понимаю, он еще вам какие-то гарантии даст. Но вот точно будут какие-то гарантии, что в случае чего вы не останетесь босой и голой. Может быть, сразу на вас что-то запишет, приобретет, отпишет, какую-то сумму там на ваше имя, там до востребования положит. Ну прям вот везде он, со всех сторон тут твой идеально идет. Медведь. Ну кто ты? Богатый. Но это мы уже видим. Кто ты? Так крутой, он крутой, девочки. Ну что тут скажешь? Он крутой, он умный, он находчивый, изобретательный. Жизнь у него сложная была. Но он все прошел, денег заработал, семью хочет. Подарками забрасывать вас будет. Вы с ним, вот как знаете, в лучах солнца купаетесь. Кстати, может, и уедете в страну, где вот постоянно солнце светит, теплое, жаркое, приятное. Это ваш шанс в жизни. Вот он кто. Да, дом, общий дом. Девчонки, классный вариант. Кто с иностранцами общается, либо кто мечтает выйти замуж за иностранца, вот это ваше будущее. Это ваша будущая возможность, да, поменять свою жизнь благодаря этому мужчине. Понятно, что всегда остается как последнее слово за вами. И если вы прям в категорической форме, что нет и все, отстань, уйди, понятно, что он отстанет и уйдет. Но если вы позволите ему добиться вас, и вы это все осуществите, то, что я вам рассказала, ну, шикарно, на мой взгляд, шикарно. Да, придется немножко подстроиться. Но вот он требовательный, вот он такой: я мужчина, я решаю. Но опять же говорю, это не так уж и плохо. Если мужчина там пьянь подзаборная, либо наркоман, да, конченый, и он вам такой говорит: я мужчина, я решаю, то это, понятно, ужасно. А если мужчина действительно отвечает за свои слова, если он адекватный, если он, ну как, спокойный, рассудительный, заботливый, почему нет? Почему нет? Ну хотя бы расслабитесь и поживете для себя. Да, хороший, прям такой большой знак вышел. Второй мужчина, которого я здесь вижу. Но здесь мужчина такой, знаете, знакомый. Давайте так, мужчина знакомый. Этого мужчину точно знаете. Знаете хорошо, либо знаете, вот визуально видели. Знакомый мужчина, который вам что-то будет предлагать в виде, ну, не знаю, сотрудничества, работа, бизнес, что-то будет такого плана предлагать. И
для вас это будет хорошее предложение. Либо единственно возможное, да, единственно полученное. И так тоже бывает. Может быть, вы живете в маленьком городке, там, у вас там плохо с работой. И понятно, что вы за любое предложение готовы схватиться. Случайно вот вы как-то поговорите, он вам будет предлагать работу, вы согласитесь, начнете больше общаться, начнете лучше узнавать друг друга. Ну и поймете, что, во-первых, он меняет вашу жизнь, да, давая вам хорошую работу. И также поймете, что вам нравится этот мужчина, а он поймет, что нравитесь вы ему. И вот как на почве работы, либо каких-то рабочих отношений, вы просто вот начнете сходиться, приближаться, и из вас получится хорошая пара. Очень такой приятный, спокойный союз. Здесь именно равный союз. Если здесь мужчина будет, вот я мужик, я главный, то здесь союз равноправных людей. То есть вы все будете делать вместе, у вас все будет на двоих, пополам. То есть он половинку, вы половинку. Он да, вы второе да. Понимаете, все будете вместе решать. То есть, в принципе, тут очень неплохо. Дружные, вы очень будете дружные. Вам иногда будет казаться, а может быть, это не любовь, а дружба, либо наоборот, это не дружба, это настоящая любовь. И так будет проигрываться. Но благодаря этому мужчине вы сможете именно заработать. Не получить все готовенькое, а именно заработать. То есть у вас все начинается с того, что он вам предлагает работу, либо помогает вам с работой, ну, может, даже к себе берет поработать. Вот так вот, неплохо, очень даже неплохо. Но вы оба как-то вот похожи, вы оба такие веселые, вы оба мягкие, потому что и вы мягкая, я вижу, и мужчина мягкий. То есть у вас тут прям такая сладкая парочка, да? Сладкая парочка получаетесь. Вот кто вас будет знать, кто вас знает, кто вас вместе увидит, все будут умиляться. Я говорю, ой, какие они хорошенькие. Вы, кстати, даже чем-то похожи. Внешне похожи можете быть. Может быть, вы одногодки, может быть, вы как одно имя на двоих, да, у вас. Может быть, одного знака зодиака. Ну, схожесть есть. Вот точно есть схожесть. Так, еще один мужчина. Ну, здесь мужчина-друг. Вот как ни крути, мужчина-друг. Вы уже с ним дружите, либо в одной компании находитесь. Такой, знаете, спокойный, услужливый. У кого-то еще отыграется, что артистичный. Вот скучно стало, он там раз гитару, дрын-дрын, спел, сыграл, там всех развеселил. Человек с глубоким потенциалом, но не раскрытый. Немножко у него есть какие-то зажимы, какие-то комплексы есть. А вот вы как наоборот. Такая вы активная, такая вы смелая. Я бы даже сказала, задиристая. Вот. Он видит, что вы горячая. Немножко как не то чтобы побаивается, но считает, что он для вас слишком какой-то никакой, что вы его отвергнете. Может быть, вы вот видите в нем только лишь друга, и вы там обсуждали мужчин при нем. И какие-то там свои пожелания высказывали, либо какие-то черты мужчин высмеивали, и вот он в себе их обнаружил. Мне почему-то кажется, что вы постоянно вот где-то вместе находитесь. Кстати, может быть, это и брат вашей подруги, младший, либо старший, и так может отыграться. Вот в одной компании вы пересекаетесь. А может быть, вы работаете вместе, да, может быть, это ваш коллега. Вот через тройку это все идет, через дружбу это все идет. Общение, дружба. Знаете, он такой душевный, у него такое сердце доброе. Не сразу вы в нем мужчину рассмотрите. Вот честно говорю, сейчас вы в нем мужчину не видите, друга видите. Либо чего-то, не знаю, младшего брата, либо просто коллегу видите. Не сразу вы его рассмотрите, но я вижу от него поступок. Знаете, как будто бы вот все отворачиваются, все такие, нет, мне некогда, я не могу, там, мне нечем помочь. А вот именно он поступок совершит. И вот этот поступок прям его раскроет целиком и полностью для вас. Но здесь отношения идут такие, что вы, главное, да, а он рядышком с вами. Вот, ему это и прям зайдет, и вам это зайдет. Вы сильный мужчина, что вы с ним будете делать? Драться с ним будете? Не будете.
чтобы вами там крутили, командовали. Нет, вы этого не потерпите. Нет, нет. Вам ближе, знаете, вот душевность, да? Даже не красота мужчины, не его деньги, а его душевность. Вот он сделает этот душевный поступок, вы такая, вот надо, ну надо же, ну надо же. И вот прям все сразу поменяется. Все поменяется. И у вас к нему, и у него к вам. И вот прям как оп, вы его, а ну-ка сюда, да, давай я тебя поблагодарю. И вот оно закрутится, завертится. Все будете решать вы, все будете решать. В чем ему ходить, куда ему ходить, там, где ему работать, что вы покупаете сейчас, куда вы едете отдыхать, там, как детей назовете, все будете вы решать. Но это вы командир в юбке, понимаете? Это такой вас создала природа, вы вот с детства такая были. И вот такой вот мягенький, но очень надежный мужчина будет рядом. Может быть, он не будет много говорить о своих чувствах, он все будет вот именно действиями, да? Утром, например, проснулся раньше всех, пошел там завтрак приготовил, да, там деток разбудил, в школу собрал. Ну, такой молодчиночка, слушайте, вот, сильной женщине такого мужчину и надо. Так, чуть выше. Еще одного персонажа показывают. Но здесь немножко такое, знаете, нехорошее. Все равно вам расскажу, раз вышла информация, значит, надо сказать. Человек, который вас очень жестко обманул и продолжает обманывать. Я так понимаю, что человек был пойман на вранье, сумел у вас выпросить прощения, либо сумел как-то отмазаться, на кого-то скинуть свою вину, сказал, нет, не я, вообще ни при чем. Там, честными глазами на вас смотрел и говорил, да ты что, клянусь, это не я, да, либо я не хотел, меня подставили. Вот, и вы поверили. И человек продолжает все равно вас обманывать. Этот мужчина ваш учитель. Учитель, который послан вам по судьбе, чтобы открыть вашу женскую силу. А в каком плане женскую силу? У одних отыграется, что вы просто гениальная женщина, очень талантливая, но очень стеснительная и скромная. А у других отыграется, что вы женщина-экстрасенс. Но да, не удивляйтесь, так и отыграется. Вы его, этот обман, начнете чувствовать, и вы его просто вот как вскроете, да, как нарыв вскроете весь этот обман. Там сны начнут сниться, ощущения, видения. Может быть, даже какие-то голоса будете слышать. Да? Ваши наставники с вами будут общаться, вас обучать. Ну, в общем, вы поняли, да? Он прислан для того, чтобы вас раскрыть. Раскрыть ваш самый главный skills, ваш талант, вашу способность. Вот. С одной стороны, плохой человек, но с другой стороны, тот вклад, который он привнесет в вашу жизнь, его сложно оценить. Понимаете? Обычно у нас как получается? Человек может всю жизнь прожить и не знать, кто он есть на самом деле. Да, что он там экстрасенс, либо что он очень невероятно талантливый человек. Да, вот всю жизнь прожить и об этом не знать. Вот. И если человека спровоцировать, если человека, ну, грубо говоря, подтолкнуть, да, он раскрывается. Вот это толкатель, да, он вас подтолкнет. Да, будет больненько, но вы это все переживете. Придет тот день, когда вы этого человека будете вспоминать не злым словом, а добрым словом. Вы будете так и говорить, что вот если бы не он, я бы не стала, кем есть в сегодняшнем дне. Вот именно в таком ключе вы будете говорить. Прям, да, он вас раскроет. Вернее, он станет той силой воздействия, которая сорвет все вот эти вот замки, блоки, которыми вы окутаны. Ну да, так иногда, девчонки, бывает. Вот как обожжетесь об него, и на месте шрама откроется талант. Вот так идет. Ну, он и не хочет вас обманывать. Ну, просто он такой подлый человек, таким вот его создала природа. Ну, вот бывают хорошие люди, бывают плохие. Понимаете? Бывает ночь, бывает день. То есть винить его в чем-то. Ну, в чем он виноват? В том, что родился. Родился именно с такой генетикой, родился с таким складом ума. Но это скорее как аномалия больше идет. Еще раз говорю, бывает день, бывает ночь. Вот вы девушка день, а он мужчина ночь. Пришел для того, чтобы раскрыть ваши сильные качества, стороны, таланты, способности. Будет обидно, будет болезненно, но
по прошествии какого-то времени вы будете его вспоминать с благодарностью. И говорить, вот если бы не он, вот неизвестно, что бы со мной бы было. Либо вот так бы и жила всю жизнь, тихо, скромно. А теперь вот она я, смотрите какая. Да, это, конечно, неприятно, но, понимаете, вы ведь всегда чувствовали, что он вас обманывал. И сейчас вы чувствуете. Но вы себе не верите, а мыслите, прогоняете. Говорите, нет, чур меня, чур. Хороший мужчина, это и со мной что-то не так. Вот и все, девчонки. Не обижайтесь на судьбу, ну вот таким образом вас раскрывают. Вы рождены сильной, и пока вас не раскроют, как не выпустят джина из бутылки, так и будете в этой бутылке сидеть. Ладно, не берите близко к сердцу, ну, как бы что есть, то есть. Я вам это все читаю. Так, и еще один мужчина. Мужчина, который, знаете, как сыграет свою роль в вашей жизни, да, поменяет вашу жизнь. Вот у него какая-то временная роль, короткая роль. Роль главная, но очень короткая. Здесь буквально вы будете контактировать с этим мужчиной, ну, там, от силы полгода, не больше, не больше. Но эти полгода кардинальным образом изменят вашу жизнь. Мне идет, что этот мужчина очень грамотный и умный. Он все время ходит в какой-то одной и той же одежде. Ну, одежда, какая-то специальная одежда, может быть, униформа. Доктор, скорее всего. Доктор. Да, доктор. Мне идет, что он доктор. Хотя, может быть, он и юрист, например, либо какой-нибудь там узконаправленный специалист. Он очень умный, очень умный. Для него его деятельность — это вот и жена, и дети, ему ничего не надо. То есть он абсолютно не семейно ориентированный человек, потому что он женат на своей работе. И даже если у него есть жена, то он ей совершенно не уделяет время, потому что он чисто занят своей работой. Это и есть смысл его жизни. Но что это может быть? Допустим, у вас какое-то состояние плохое, вы чем-то больны, у вас ухудшается, может быть, здоровье, какой-то диагноз уже поставлен. Может быть, вы в принципе не можете понять, что с вами не так. Либо у вас постоянная депрессия, постоянно какие-то припадки у вас, вы боитесь жить, вы там боитесь кому-то довериться. Либо у вас серьезные проблемы с законом. Может быть, у вас еще какие-то другие проблемы. Да что угодно может быть. Этот человек, он вам поможет. Он, знаете, как идет, на ноги вас поставит. На ноги поставит. Вот вы сидите, так в углу забились, голову руками закрыли, и все. То есть страшно, страшно, я ничего не могу, меня страх парализовал. А этот человек вас на ноги поставит. Вот так вот возьмет, только на ножки поставит, скажет, так, пришла в себя, да, все нормально, с тобой все хорошо. Иди живи, иди жизни радуйся. Если это доктор, то вылечит. Если это, например, юрист, то защитит. Понимаете, в таком ключе. Но здесь вы будете кратко с ним контактировать. Там, может, месяц, 2, 3, но не больше, чем полгода. Вот как-то в вашу жизнь вольется и быстро выльется. Да, сделает свое дело, сделал дело, гуляй смело. В таком ключе. Но этим человеком вы будете восхищаться. Восхищаться и всегда будете вспоминать очень добрыми словами. Вот. Мне, ну не знаю, мне идет, что это доктор. Вот, а уж там сами посмотрите, кто к вам придет. Смотрите, от чего отталкиваетесь. У кого сейчас очень поганое состояние, ну вот со здоровьем что-то не так, либо с психикой. Вот, это про вас. Либо с законом у вас есть проблемы, тоже про вас. Вот придет, все сделает и уйдет. Вам поможет, да, отличиться, погеройствует. И все. Вот такой замечательный человек. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.